Вчера стало известно, что бывший президент Грузии, который несколько дней назад вернулся в родную Грузию, был задержан грузинской полицией и преследуется по сфабрикованным уголовным делам пророссийскими силами. В связи с этим я хотел бы сделать обращение. Михаил Саакашвили – реформатор, боец, человек, который очень много сделал для Грузии, сейчас делает для Украины, и можно с уверенностью сказать, для всего Кавказа. Сделал, и то, что сделал, делает Михаил Саакашвили сегодня, в дальнейшем будущем будет иметь большие положительные последствия для всего Кавказа. Но, вероятно, будет неуместно, но для ясности картины и поясняя сдержанность чеченского общества, хотел бы напомнить один факт из биографии Михаила Саакашвили. В самом начале своего президентства, когда Михаил Саакашвили пришел к власти, для того, чтобы договориться с людоедом, Михаил Саакашвили выдал двух чеченских бойцов России. Тем самым Грузия нарушила договор о признании Чеченской Республики Ичкерия, который был заключен во время президентства Звияда Гамсахурдия, который был убит также Российской империей. Для того, чтобы усугубить положение Михаила Саакашвили, чтобы, зная наш менталитет, чтобы поддержки не было у Саакашвили, его ошибку русская сторона для того, чтобы усугубить, убила этих двух людей, которых передал Михаил Саакашвили России. То есть граждан Чеченской Республики Ичкерия третьей стороне, нарушая тем самым договоренности, еще раз напоминаю, и международное право. Здесь стоит отметить, что не только Михаил Саакашвили, не только Грузия выдавала чеченцев фашистской России, в том числе и Германия выдавала людей, которые под гарантией России выдавались и были убиты. Но сейчас не об этом. Сейчас меня вынуждает записать это видео то обстоятельство, в которое оказался Михаил Саакашвили, в котором оказалась Грузия и весь Кавказ. Михаил Саакашвили во время его президентства много чеченцев, огромное количество чеченцев, в том числе и бойцов чеченских, получили убежище, приют нашей родной Грузии. Но с древних пор проживают там чеченцы, которые являются гражданами Грузии, и их никто не притесняет. И сейчас, в трудное для Грузии время, нам стоит отбросить все наши противоречия, все ошибки, на время забыть все распри и поддержать Грузию и грузинский народ, их лице Михаила Саакашвили. Я обращаюсь к грузинскому народу и гражданам Чеченской Республики Ичкерия поддержать Михаила Саакашвили и его товарищей на ближайших выборах, проголосовать за свободу, за демократию, за правовое государство. И ни в коем случае не голосовать за пророссийские силы, за те самые силы, которые убили первого президента Грузии Звияда Гамсахурдия, которые захватили Южную Осетию,
Абхазию, отторгли часть, и до сих пор продолжается ползучая оккупация Грузии. Тысячи грузин были убиты империей, Российской империей. И мы, кавказцы, должны быть едины перед этой угрозой, прощать друг друга, поддерживать друг друга. Я призываю всех поддержать Михаила Саакашвили. Я призываю выбрать путь к свободе и демократии. Да здравствует Грузия, свободная, демократичная. Свободу Михаилу Саакашвили. Слава Грузии, и все будет Ичкерия.